Доброе утро, Республика! Начинаем новую рабочую неделю вместе с вами, Вероника Тамтосова. И, как всегда, заряжаем вас позитивным настроением. Что у нас интересно? У нас все интересно. Дадим несколько полезных советов от наших юристов, поговорим о том, как повысить квалификацию с нашими гостями, рассмотрим под микроскопом строительство нового микрорайона, поговорим о братьях наших меньших, а точнее, как их воспитывать. Да, есть детские сады. Какие они, узнаем в нашей рубрике. Поэтому не переключайтесь, начинайте утро вместе с нами, и день обязательно будет удачным, несмотря на то, что это понедельник, да, господа? Сегодня понедельник, рабочая неделя началась. Выходные в летнее время достаточно сложная вещь, поэтому давайте готовиться к началу новой рабочей недели, и прямо сейчас начнем эту подготовку с прогноза погоды. Итак, в центральных районах сейчас температура плюс 13, плюс 18 сегодня, в заречной группе 15-19 выше 0, в южных плюс 14, плюс 16, в Вилюйской группе 11-16 градусов тепла, в Нижнеленских 16-17, в западных плюс 11, плюс 15, в Колымо-Интегерской группе Улусов 14-20 градусов выше 0, в Янских плюс 12, плюс 15, на северо-западе 7-16 градусов тепла. В Якутске в 6 часов утра температура была плюс 18 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Порывы достигнут 8-13 метров в секунду. Температура днем в Якутске плюс 27, плюс 29 градусов. Жара? Господа, долго мы ее ждали, но это замечательно. После мороза, вот так незаметно пролетел первый практически месяц лета. Поэтому успевайте насладиться солнышком, теплом и хорошим настроением. Что не верится, что понедельник может быть хорошим. А вот ученые утверждают, что на самом деле, проведя опрос, можно увидеть следующие результаты, что наше настроение ничуть не отличается, чем в другие последующие будни. Так что вам только кажется, что понедельник день тяжелый. Среди привычек успешных людей ранний подъем по популярности соперничает разве что с умением расставлять приоритеты. Даже если вы не планируете строить многомиллионную империю, проснуться пораньше в понедельник – отличная идея по ряду причин. Вы сможете позволить себе приятное утро с долгим душем, чашечкой кофе, полноценным завтраком и успеть на работу раньше других, чтобы построить свои коварные планы, чтобы день был успешным. Не убедила? Не проснулись? Тогда наша зарядка вам точно поможет. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясницу расслабили, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся вверх. Вспомните что-нибудь хорошее, внутренне улыбнитесь, и на этой волне начинаем нашу утреннюю зарядку. Хлопнули в ладошки, растерли. Растираем до ощущения тепла, нагнетаем энергию в ладони, и этими разогретыми ладонями растираем, пробуждаем свое тело. Начинаем с ушных раковин. Растираем по периметру вверх, вниз, внутри уха поводили пальцем. И теперь растираем затылок, основание черепа, мышцы шеи сзади, по бокам, плечи. И переходим на плечевые суставы. Обязательно представляйте, как вы снимаете ладонями с суставов застойную энергию, стряхиваете ее на землю. До ощущения тепла растирайте все суставы, локтевые. И сейчас запястье стряхнули, другая рука. Хорошо. Теперь сжимаем руки в кулаки и вот этими костяшками без нажима взбадриваем позвоночник, растираем вниз до копчика, вверх, насколько идут руки. Нажим усиливаем и растираем спину, поясницу, таз. Ощущайте, как у вас пробуждается вся спина. Перевернули ладони к себе и до ощущения тепла растерли область почек, ребра, талию, живот и тазобедренные суставы. Стряхнули. Выставляем одну ногу вперед, растираем колени вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. Другая нога то же самое. Вокруг чашечки, по бокам, спереди, сзади. Стряхнули. И теперь чистим пальцы. Снимаем грязную энергию, которую мы собрали с суставов, и стряхиваем ее на землю. Держим, делаем довольно плотно. Одновременно массируем активные точки на наших пальцах.
Растерли между пальцами. По паре раз достаточно. Взяли руки в замок, потянулись, выгнули спину. Спину назад тянем. И вдох. И на выдохе прогибаемся. Вдох. И на выдохе в сторону. Вдох. И на выдохе в другую. Повернули корпус. Таз тянем назад, руки вперед. Ощущаем, как растягивается поясница. Вдох. На выдохе тянемся вверх. Вдох. На выдохе опять в сторону. И расслабились. Итак, правую руку толкаем вверх, левую тянем вниз, вдох, и на выдохе растягиваем тело, плечи, шею, расслабляем. Смотрим на тыльную сторону верхней ладони, вдох, потянулись, расслабились, выдох. Отлично, ну что ж, мы с вами разбудили свое тело, теперь надо настроиться на позитивный рабочий день. Ноги поставьте на ширину плеч. Колени мягкие, поясница расслаблена, плечи опущены на лопатки, свешены вниз. Макушка с едва заметным усилием тянется к небу. Делаем вдох и представляем, как вся гармоничная энергия земли и неба втекает в наше тело. Кладем эту энергию в область за пупком. Ладони можно сложить на пупок, можно прикрыть глаза и вспомните самый счастливый момент жизни. Внутренне улыбнитесь, наполняйте энергией вашей улыбки все свое тело, все пространство вокруг себя. Сияйте радостью, счастьем, любовью. Опускаем руки, приставляем левую ногу к правой. Хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! Потрясающая зарядка. Мне кажется, внутренне улыбнуться может каждый. Это ощущение счастья, чтобы оно вас переполняло просто в понедельник. После такой зарядки, уверена, так и будет. Ну а чтобы еще обладать всей информацией, которая произошла за минувшие сутки, давайте посмотрим новости. Доброе утро. Коротко о самых заметных событиях к этому часу. Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 июля этого года ввести налоговые льготы для участников свободной экономической зоны, которая будет создана на отдельных территориях в Белгородской, Брянской и Курской областях. Закон вносит изменения в налоговый кодекс. Они, в частности, на 10 лет обнуляют для инвесторов федеральную часть ставки налога на прибыль. Регионы смогут устанавливать ставку налога в диапазоне от 0 до 13,5%. Организации также на 10 лет освобождаются от налога на имущество и на 3 года от земельного налога. В Минпромторге спрогнозировали рост объемов производства сельхозтехники. По итогам года рост может составить 9% по сравнению с показателями 2023 года. В Минпромторге добавили, что динамика отгрузок по итогам 5 месяцев варьируется в зависимости от сегмента. Рост по отношению к аналогичному периоду прошлого наблюдается в части жаток, пресс-подборщиков, сельхозхозяйственных тракторов, но снизились отгрузки кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов. Также уточнили, что реализует комплекс мер господдержки, которые могут задействовать отечественные предприятия на всем жизненном цикле продукции. В Якутске перекроют ряд улиц во время эстафеты огня игр «Дети Азии» 26 июня. Так, маршрутный автобус номер 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 25, 41, 101 и 103 и 109 на период с 9 до 11 часов будут ездить по следующим улицам. Улица Набережная Романа Михайловича Дмитриева от улицы Хабарова до Ларионова, улица Ларионова от Набережной Романа Дмитриева до Сивцева, Саурона Малона, а на Сивцева Саурона Амалона от Ларионова до Хабарова. Проспект Ленина от Хабарова до Дзержинского, а от Дзержинского от проспекта Ленина до Чиряева. На период с 9 до 13:30 часов по следующим улицам.
Проспект Ленина от Дзержинского до Каландрашвили. На Орджоникидзе от Кирова до заезда-выезда зданий по улицам, что вы видите сейчас на экране. На спортивных объектах будет работать 6 мобильных медицинских бригад. Дежурства будут нести более 10 бригад скорой медицинской помощи. Для обеспечения игр задействуют силы и средства Республиканского центра медицины катастроф. На играх также будут работать уполномоченные организации, включая специально организованный Центр спортивной медицины. На сегодняшний день с учетом резерва аккредитованы 484 медицинских работников. 7 круглосуточных пунктов в местах размещения участников культурной программы, они развернуты с 12 июня, и 7 круглосуточных медицинских пунктов на территории студгородка Северо-Восточного федерального университета начали свою работу с 21 июня. Все медицинские бригады прошли учения по отработке практической готовности оказания помощи. На время проведения игр прибыли представители Центрального аппарата Минздрава России и Федерального центра медицины катастроф. К организации работы по медицинскому обеспечению спортсменов привлечены также специалисты Федерального медико-биологического агентства Минздрава России. В рамках подготовки «Дети Азии» по медицинскому обеспечению, по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в общем-то, была проведена большая работа. Это была и подготовка кадров, когда проводились семинары, обучающие, разрабатывались различные документы, алгоритмы, чтобы при возникновении таких ситуаций медицинские работники на местах знали все, что нужно делать, что отбирать, как проводить и на какие лаборатории у нас будет задействовать. То есть это все уже в предварительном этапе отработано. А прямо сейчас немножко полезной информации о том, как защитить себя от киберпреступников в путешествии. В лаборатории Касперского рассказали, на какие условия чаще всего попадаются россияне, как минимализировать киберриски во время путешествия. Жулики наживаются на желании россиян отдохнуть, используя выгодные предложения для отпуска, скам-схемы, фишинги и атаках с использованием вредоносных программ. Специалисты советуют избегать в поездках подключения к ненадлежащим Wi-Fi сетям. Если без такого подключения не обойтись, следует использовать специальные решения для шифрования трафика. Кроме того, нужно заранее проверить, что на телефоне установлен пароль и настроена опция удаленного управления. Это поможет защитить данные и в некоторых случаях даже найти устройство в случае потери. Самые распространенные схемы онлайн-мошенничества – фишинговые ресурсы, имитирующие сайты отелей и гостиниц, на которых у пользователей выманивают данные, в том числе платежные. Скам-объявления о сдаче в аренду квартир и апартаментов. Обычно они сопровождаются красивыми фотографиями и крайне низкими ценами. Однако на деле человек, доверившись автору такого объявления, лишь рискует потерять деньги. Скам-страницы с опросами на тему путешествий, за прохождение которых пользователю якобы предлагают вознаграждение. Такие схемы нацелены на сбор личных данных – имени, фамилии, адреса, номера телефона, финансовых сведений. Поддельные страницы перевозчиков и агрегаторов по подбору билетов. Цель злоумышленников – выманить деньги и данные пользователя. Для усыпления бдительности на таких ресурсах могут отображаться, например, реальные данные о рейсах. Вот так вот. Будьте осторожны, внимательны, пользуйтесь только проверенными сайтами и, конечно, не доверяйте очень низким ценам. Это всегда, как правило, мошенничеством. Ну, а далее. Хорошее дело браком не назовут. В корне не согласна с этим изречением, но если без шуток, на самом деле тут чистой воды совпадение. Слово «брак» в значении «женитьбы» идет от общеславянского «брак», который возникло из глагола «брать». «Побратиться» у древних славян значило «жениться». То есть брак – это взятие замуж невесты. И слово такое известно еще с глубоких времен. Фигурирует даже в летописях Киевской Руси. А вот брак в значении дефектов изделия – это вообще слово иного происхождения, иноземного. Попало к нам из польского языка, а туда из старонемецкого, где слово «брак» означало нечто поломанное. Вот такое совпадение, которое повлекло за собой иногда неуместные комментарии. Но бывает, что правда, когда брак из одного значения переходит в другое. А вот как правильно его расторгнуть, узнаем прямо у нашего юриста прямо сейчас. Здравствуйте. Браки, согласно известному изречению, может, и заключаются на небесах, но на земле они, бывает, расторгаются. О делах земных мы с вами сегодня и поговорим. В законе выделяются две формы расторжения брака. Это судебный и внесудебный.
Внесудебный способ производится через органы ЗАГСа по заявлению обоих супругов. С этим все просто, и вопросов в нем не возникает. Несколько сложнее обстоят дела с расторжением брака в судебном порядке. Такой способ применим в случаях, когда у супругов имеются дети, какое-либо имущество или отсутствует согласие одного из супругов. Для этого необходимо полноценное судебное разбирательство. Судебное производство о расторжении брака может быть возбуждено по заявлению одного из супругов. Однако в законе есть ограничение, согласно которому супруг не вправе подавать заявление о разводе, если его жена беременна или имеется общий совместный ребенок младше 1 года. Если у супругов нет спора о детях и они ничего не делят, то дело о расторжении брака рассматривается мировым судьей. Если же спор об имуществе и детях все-таки есть, то это уже компетенция районного суда по месту жительства. При разделе имущества действует правило общей совместной собственности, согласно которому все приобретенное в период брака делится пополам, за исключением имущества, переданного одному из супругов в дар или полученного в порядке наследования. Что же касается детей, то здесь суд будет исходить из интересов ребенка, решая вопрос о том, кто из родителей будет способен обеспечить наиболее благоприятные условия жизни и воспитания детей. Определив то, с кем из родителей будут жить дети, суд взыскивает алименты с другого супруга в размере, установленном Семейным кодексом России. 1/4 от всех доходов на одного ребенка, 1/3 на 2 детей и половина, если у вас 3 и более ребенка. При всем при этом следует помнить, что суд может дать время на примирение супругов. Обычно это время составляет 1 месяц. Поэтому старайтесь все-таки достигать примирения и сохранить созданную когда-то по любви семью. Ведь это основа личного благополучия вас и ваших детей. На этом все. Любите друг друга. Берегите. До свидания. Ищите идеальное жилье? Прямо сейчас наша коллега Катерина Винокурова с последними новостями о строительстве жилого квартала «Ленские высоты». Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы находимся на строительном объекте жилого квартала «Ленские высоты». Евгений, здравствуйте! Здравствуйте. Евгений, в преддверии такого важного события для республики, да, международных спортивных игр «Дети Азии», хотелось бы поговорить на такую не менее важную тему жилых современных кварталов и детях, да? На что сейчас обращают внимание покупатели с детьми и что вот важно для покупателей семейных пар? Ну, смотрите, делая выбор в пользу новостроек, все больше и больше семей регулярно выбирают кварталы с комфортной, благоустроенной социальной инфраструктурой. Соответственно, сейчас такая среда обитания необходима для того, чтобы вырастить новое поколение, то есть детей, которые будут в современном мире хорошо и полноценно развиваться, расти и, соответственно, достигать новых высот. Школы, детские сады, просто детские площадки стали уже сейчас неотъемлемой частью жилых комплексов и жилой инфраструктуры, поэтому все больше и больше застройщиков делают упор на дополнительные инфраструктурные объекты и бонусы, которые получат новые покупатели и их дети соответственно. Застройщики стараются удивить красивыми и уникальными дворовыми пространствами, благоустройствами и общей инфраструктурой проекта, которая пойдет на пользу как взрослым, так, безусловно, и детям. Ну вот мы заговорили об инфраструктуре. Было заявлено, что будет больше, чем одна школа и детский сад. Действительно ли это так? Да, действительно, в нашем проекте предусмотрено 2 школы, каждая численностью 1100 мест, и 4 детских сада, каждый численностью до 350 мест. И надо не забывать и отметить, это безусловно, что и детские сады, и школа находятся в пешей доступности, то есть родителям нет необходимости дополнительно заботиться о безопасности детей, то есть все в пешей доступности, 5-10 минут, и ребенок будет в школе или в детском саду. Отлично, спасибо, Евгений. Айседа, здравствуйте. Здравствуйте. Возвращаясь к вопросу, да, инфраструктурных объектов, бонусов, вот что же делает жизнь семей с детьми такой комфортной?
Мы сейчас располагаемся на площадке одного из корпусов первой очереди. Для детского отдыха здесь будут организованы игровые и спортивные площадки. Располагаются они на стилобатной части дома, где будет обеспечена безопасность детей от посторонних и от машин. У нас на всей территории жилого комплекса жители могут не беспокоиться о безопасности. Территория будет закрытая. Машин здесь не будет, дети свободно могут играть, а родители могут не переживать за них. Чуть ниже будет проходить у нас набережная протяженностью более 1 километра, на которой проектом предусмотрены спортивные площадки, беговые дорожки и дорожки для самокатов и велосипедов. Сейчас родители уделяют особое внимание физическому развитию детей и прививают спорт с самого маленького возраста. Девелоперы стремятся создать пространство, в котором вырастет здоровое поколение. Наша компания уделяет этому огромное, большое внимание. Я как мама хочу отметить, в наших внутренних дворах будет очень зелено. Здесь будет место очень много, где гулять можно будет с малышом в коляске и поиграть с детьми постарше. Во входных группах всех жилых корпусов предусмотрены специальные места для детских колясок, велосипедов на первых этажах. Внутри каждого корпуса жилых наших корпусов домов будут располагаться также теплые игровые пространства. Они будут полностью оборудованы спортивными игровыми инвентарем, где детям будет всегда интересно и весело проводить время. Айсена, ну и в завершении, какой полезный совет вы дадите нашим телезрителям, покупателям, потенциальным, которые рассматривают семейный формат квартиры? Для Якутска важно наличие в доме теплой парковки для машины. Например, в нашем комплексе в каждом доме будет теплый паркинг, в который можно будет спуститься на лифте, не выходя на улицу. Это очень удобно с маленькими детьми как раз-таки. Также еще очень важный аспект – это безопасность. Например, в ЖК «Ленские высоты» – это доступ в подъезды по электронным карточкам. Также будет размещено видеонаблюдение по территории и внутри домов тоже. И главное – это дворы без машин. Айсена, спасибо вам большое и Евгению за полезную такую информацию этим утром. И до новых встреч! И нам очень приятно делиться информацией с телезрителями. Ждем вас в нашем офисе. Мы вам расскажем более подробно о нашем комплексе. Работаем мы до 7 вечера ежедневно, без выходных. Очень полезная информация для всех, кто ищет свое новое уютное гнездышко. Ну а сегодня, 24 июня, отмечается необычный сказочный праздник – День фей. Он появился совсем недавно, но постепенно приобрел международный масштаб. Ведь переодеваться в любимых героев интересно не только детям, но и взрослым. А желание стать настоящей волшебницей есть у каждой девушки. Итак, решили устроить волшебный понедельник? Дерзайте, все в ваших руках. Ну а прямо сейчас расскажем, какими еще датами и событиями богат день сегодняшний. На календаре 24 июня. Сегодня День Республики Чувашия. По народному календарю День Варнавы. На Руси говорили «на Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам по лугам катается неведомая сила. Этот день в истории. В 1710 году основано царское село близ Санкт-Петербурга. В 1941 году в этот день образовано Советское информационное бюро. В 1945 году в Москве состоялся Парад Победы. А в 1990 году в Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино». В этот день родились Петр Баклевский, русский художник-иллюстратор, Григорий Котовский, советский военный политический деятель, командир Красной армии, Марина Ладынина, советская актриса театра и кино, народная артистка Советского Союза, Лионель Месси, аргентинский футболист. Именины сегодня отмечают Ефрем и Мария. Замечательный сегодня день. Автоледи уже никого не удивишь, а вот красавицы на железном двухколесном мощном коне – это уже интересно. Какие они смелые, решительные девушки, обуздавшие скорость, узнаем в следующем сюжете.
парковке стоять не нужно, долго искать место для парковки тоже. Неудивительно, что многие пересаживаются на 2 колеса. Только в Якутске неофициальное мотосообщество насчитывает более 100 байкеров. Кристина Залялова, предприниматель, занимается риэлторскими услугами, а в душе экстремалка. На мотоцикл пересела 3 года назад. Это вот реально вот чувство свободы такое невероятное, то, что прям ты вот едешь, ты один как с ветром навстречу, и прям очень солнце светит, все такое яркое, и прям ощущение такое, не передать даже, наверное, словами. Каждый, наверное, должен испытать когда-нибудь. С виду и не скажешь, что эти миниатюрные хрупкие девушки – участницы мотосообщества. Хоть Кристина и экстремалка, о хрупкости девушки говорит внешний вид ее двухколесного транспорта. Как-то вот захотелось добавить немножко девчачьего, потому что мотоцикл сам по себе брутальная вещь, как бы. Но я вот с одной стороны оставила его черным, как бы оставив эту часть более брутальная, а розовая как бы за девчачесть отвечает. Детишки очень радуются, девочки, мальчики, подростки тоже вот, как бы все машут там, что-то кто-то показывает пальцем, кто-то фотографирует бывает. Сигналят, да, просят пошуметь там, да, на светофорах. А эти бруталы – мужская часть сообщества. Девчонок не обделяют, напротив, дружат и поддерживают. Но они долго собираются. Там бывает даже по 2 часа ждем. У Вячеслава, в свою очередь, мотоцикл – мечта детства. Как и обычный деревенский парень, в детстве тоже катались советских, да, ну не советских, а российских мотоциклов. Да, с детства мечтал. Именно производителя Сузуки. 600 кубов, 128 лошадиных сил, максимальная скорость 287 км в час. Скорость и ощущение свободы манит всегда, но этот зов должен уравновешиваться с чувством опасности. Ответственный байкер, вне зависимости от половой принадлежности, в первую очередь думает не только о своей безопасности, но и остальных участников дорожного движения. Соблюдает ПДД, надевает защитную экипировку и уважительно относится к другим водителям. Впрочем, каждый участник дорожного движения не должен терять бдительность. Если думать как за себя, так и за возможные действия других, то и на дорогах будет спокойнее и безопаснее. Катерина Винокурова, Владимир Павлов, Якутск. У нас в студии руководитель учебного центра с применением дистанционных технологий для улучшения образовательных результатов «Продвижение плюс» Института развития образования и повышения квалификации Семена Николаевича Донского II, Васильева Варвара. Варвара Альбертовна, доброе утро. Доброе утро. Ну, вообще звучит очень интересно. Улучшение результатов. Что это значит и как это отслеживать? Ну, в данное время по всему миру идут изменения. Ну и, конечно же, всегда хочется улучшать тот результат, который был. Образование тоже претерпело определенные изменения, ну, и они тоже идут в процессе, да. И когда мы улучшаем результаты, мы говорим о том, что как ребенок должен поступить куда-либо и, конечно же, улучшить свои результаты через оценки по ЕГЭ. Улучшение результатов — это получается, когда ребенок может, скажем, средний балл сдать лучше, чем было в прошлом году. Ну или же пройти минимальный порог экзамена и, конечно же, улучшить свой результат. 30% детей у нас так получилось, что иногда не могут сдать, да, вот эти экзамены. И когда выборный экзамен выходит за рамки того, что они не смогли сделать, пройти минимальный порог, то здесь, конечно же, мы хотим, чтобы они улучшали результаты. Для этого был и придуман учебный центр с применением дистанционных технологий. Причем мы улучшаем результаты по тем выборным предметам для 11-классников. И, конечно же, мы хотим, чтобы эти предметы они выбирали потом как основу профессии. Почему? Потому что, например, не все могут выбрать химию, не все могут выбрать физику. А математика и другие предметы, они бывают у нас обязательными, скажем, да. В этом отношении, конечно же, улучшать результат каждому ребенку очень сложно. Ну и вы сами знаете, что по результатам ЕГЭ, когда они улучшаются, то, конечно, у них получается больше выбора поступить на ту или иную линейку профессий. То есть на данный момент обучение по улучшению результатов ведется у выпускников? Да, для 11 классов. У нас есть очень мало детей, которые прошли после 9 класса в 10 класс. Ну и в основном это для 11-классников. Почему? Потому что мы здесь как раз-таки учим детей, как проходить те минимальные пороги, как решать сложные задачи, как получить больше баллов для того, чтобы достичь, опять же, своих результатов. Превозмочь даже себя, чтобы достичь лучших результатов. Ну это очень интересно. Как разработать вообще программу по улучшению результатов? Из чего она состоит? То есть вот приходит ребенок, он попадает к вам. Ребенок приходит к нам таким образом. После диагностических работ
мы видим, что по результатам первой диагностической работы, которая прошла в октябре, у ребенка, скажем, 0. То есть таким образом он уже становится нашим ребенком, который будет обучаться в нашем учебном центре, 11-классником. Да? И наши педагоги для него составляют индивидуальный образовательный маршрут. По нему мы с ним начинаем отрабатывать. Очень часто бывает, что это те школьники, у которых иногда не бывает преподавателей, то есть учителей химии, биологии, физики. То есть это очень сложно, когда у тебя нет личного учителя, который ведет, например, часы по данным предметам. Исходя из этого, если посмотреть, да, то как раз-таки ребенку, когда составляется индивидуальный образовательный маршрут, то он понимает, что у него есть дефициты, а дефициты это могут быть, когда он не знает темы, скажем, да, когда-то он не изучал, например, хорошо таблицу умножения, скажем, да, он плохо, например, знает логарифмы. То есть все исходит из того, какие дефициты может ребенок у нас испытывать. Вы проводите срез, и по этому срезу Конечно, уже для каждого ребенка ДКРов у нас идет 3, например, 1, 2, 3, они все имеют разные периоды, это в октябре, это в январе и это в марте месяце. То есть это по срезам? Да, в марте месяце мы уже знаем, какой ребенок, какие результаты может иметь. Да? Например, после первого среза у нас у всех были 0, то есть баранки. После второго среза у нас улучшился результат. После третьего мы сейчас уже имеем некоторые результаты по некоторым предметным областям, по которым наши дети улучшили свои результаты. Может ли любой учащийся к вам попасть? То есть у вас же дистанционно, то есть из любой точки республики можно у вас обучаться? Да, с любой точки у нас можно обучаться. У нас в этом году, как раз-таки совсем недавно, рассуждали с директором Института развития образования, что целый УЛУС Оленёкский у нас улучшил свои результаты. У них не было определенных предметов учителей, да, все-таки кадры решают все, и таким образом, обучаясь в нашем центре, они все прошли минимальный порог. А как попасть в этот центр? То есть что мне нужно сделать как родителю, чтобы к вам попасть? Просто диагностическая работа должна быть на нулевом уровне. А если вы хотите сами улучшить результат со своим ребенком, вы можете прийти к нам и сделать заявочку, чтобы мы могли зачислить. Ну или написать. Конечно, написать. Можно написать через сайт. На электронную почту. А можно ли это сделать в 10 классе? То есть не в 11, а в 10? Вот как раз-таки про линейку мы хотели рассказать. Да? У нас линейка со следующего года как раз-таки понижается. У нас 10 класс будет. Обычно в 10 классе, вот мы тоже рассуждали, да, почему-то дают детям нашим отдохнуть. Вот почему они должны отдыхать? В 10 классе они тоже должны заниматься. И мы решили, что в следующем году 10 класс, 7, 8, 9 профильные классы тоже будут у нас заниматься. Пока у нас обучение идет по 4 предметам, со следующего года у нас увеличится обществознание, информатика, те выборные предметы, по которым нам нужны специалисты в определенных профессиях. Спасибо большое, очень интересно. Надеемся, что у вас будут умные, хорошие ученики, которые обязательно улучшат свои результаты, ну и внимательные родители, которые вовремя поймут, что им нужна помощь. Спасибо. До новых встреч. Дорогие друзья, астрология наука точная. Пришел четверг, жди пятницы. Современники подшучивают над гороскопами, а вот древние видели в астрологии проявление высшего разума и советы на все случаи жизни. Поэтому прямо сейчас, соблюдая традицию, предсказания на эту неделю. Овен. Вам необходимо сосредоточиться на самом важном деле в данный момент времени. Придется отстаивать свои интересы. Реально рассчитывайте свои силы. Постарайтесь решать только те проблемы на работе, которые зависят от вас, а не брать на себя чужие проекты. Пятница – прекрасный день для реализации ваших творческих планов, но не стоит пока делиться своими замыслами с начальством. Оно может не понять ваши идеи. Телец. Обратите внимание на свой внешний вид. По одежке встречают. В среду встреча со старым другом, которую вы давно откладывали, наконец-то состоится и принесет немало приятных минут. В пятницу, конечно, объективных трудностей не избежать, но вам будет по плечу решение текущих задач и житейских проблем. Близнецы. На этой неделе уверенность в собственных силах и оптимизм помогут завоевать расположение окружающих и укрепить хорошие отношения с начальством. Самыми благоприятными днями недели обещают быть среда и пятница. На работе и в личной жизни ожидается светлая полоса и приятные сюрпризы. Сохраняйте душевное равновесие и позитивный настрой. Рак. Постарайтесь не слишком хвастаться своими возможностями и достоинствами. Бывают моменты, когда скромность тоже становится украшением. Чем больше альтруизма и поддержки вы проявите по отношению к окружающим, тем позитивнее будут перемены в вашей жизни. Лев. Начало недели будет удачно практически во всех отношениях. Желательно объективно оценить свои возможности и распределить время и силы, чтобы работа не занимала почти все ваше время. В личной жизни вас могут подстерегать иллюзии и обольщения. Во второй половине недели лучше сдерживать эмоции, чтобы избежать ненужных проблем.
проблем. Дева. Не исключено, что события этой недели будут способствовать вашему профессиональному росту. Постарайтесь поменьше внимания обращать на критику. Успешное продвижение по карьерной лестнице будет зависеть только от вас. Вы сможете умело обойти сети интриг, расставленные кем-то из коллег, и проявить свои таланты. Весы. Будьте предусмотрительны, следите за своей речью. Если вы в отпуске, то постарайтесь разглядеть за собственной расслабленностью и удовлетворенностью жизни возможные подводные камни и грабли. Их, разумеется, лучше обходить стороной. В личной жизни ждите приятные и неожиданные перемены. Скорпион. Неделя может порадовать вас многочисленными событиями и впечатлениями, поэтому надо использовать каждое мгновение и проживать их гармонично и ярко. Вас ждет успех, а неприятности обойдут вас стороной. Найдя компромисс, вы наладите свои взаимоотношения с деловыми партнерами. В личной жизни вас ждет немало приятных минут и страстных свиданий. Стрелец. Запланированная на начало недели поездка может сорваться, но не стоит переживать по этому поводу. Вы вряд ли многое потеряете. В понедельник вам предстоит серьезная деловая встреча, по всей вероятности, с человеком издалека. За эту неделю вы можете справиться со многими проблемами и проявить активность в решении своих дел. Не заставляйте себя ждать. Козерог. Главное быть сейчас активным и последовательным в течение всей недели. Нежелательно легкомысленно раздавать обещания и сулить золотые горы. В среду может прийти интересная информация, примите ее к сведению. Ваши реальные возможности могут проясниться только к концу недели. Вам будут на редкость хорошо удаваться дела, связанные с благоустройством дома. А в субботу, возможно, финансовая помощь от родственников. Водолей. Будьте предусмотрительны, держите себя в руках, и тогда вам не придется раскаиваться в своих поступках. Постарайтесь не попадаться на удочку иллюзиям, и ваша успешность возрастет. В четверг вероятны удачные деловые встречи, и у вас сложится благоприятная ситуация на работе. А вот в личной жизни отношения грозят запутаться, что может беспокоить и тревожить вас. Рыбы. Вы ощутите прилив сил и почувствуете себя в прекрасной форме. Однако обольщаться не стоит. Доверьте часть дел надежным партнерам. За собой же оставьте самое главное. Постарайтесь обещать только то, что сможете выполнить. В выходные детям потребуется ваше внимание и забота. Ну что, предсказания, надеюсь, сбудутся только хорошие, а в целом жизнь зависит от нас и о том, что нас окружает. Вещи хранят в себе столько всего интересного. Это и история семьи, это и история наших воспоминаний. Но отдельная история – это экспонаты музея. О чем они могут нам поведать, узнаем в следующем сюжете. Меня зовут Руфа Дмитрий. Я являюсь главным хранителем Музея истории города Якутска. И хочу рассказать о нескольких предметах, представленных в нашей экспозиции. Хочу рассказать еще об одном интересном предмете, который хранится в нашем музее. Это этажерка начала 20 века. Но она интересна тем, что именно кому она принадлежала. Принадлежала семье Корниловых, а именно это Елизавете Георгиевне Корниловой. Она была организатором первого национального детского садика в 20-30-е годы. Вот. Ну, также и сама семья, то есть выходцы этой семьи очень именитые люди. Муж Елизаветы Георгиевны – это Степан Филиппович Гоголев, первый, кто стоял у истоков высшего образования Якутской автономной республики. Отчим – это Федот Григорьевич Корнилов, знаменитый композитор якутский. Сестра – это Феодора Федотовна Корнилова, знаменита тем, что она была женой венгерского руководителя республики. Дочка Елизаветы Георгиевны Корниловой, она была преподавателем иностранных языков в Северо-Восточном федеральном университете. Узнавайте историю вещей вместе с нами. До новых встреч! Не только узнавайте историю, но чаще бывайте в музее, неважно даже каком. Главное, что можно узнать много интересного. Итак, сегодня у нас в гостях Татьяна Басхардырова, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Очень приятно, что вы пригласили в студию. Взаимно. И сегодня мы узнаем о интереснейшей выставке, которая называется «Четвертое измерение». Давайте начнем с названия. Почему четвертое измерение? Да, у нас очень интересная выставка открылась в выставочном зале Комдракмета. Это, во-первых,
необычная выставка и необычный взгляд. Чем же она необычна? Потому что там два художника, два очень известных, маститых, таких вот, ну, как бы основательных. Это Семен Кириллович Прокопьев, скульптор, и живописец Вячеслав Дмитриевич Артамонов. Очень интересная сама экспозиция, и почему же такое название? Ну, как бы название выставки должно уже как бы завлекать, настраивать на какой-то такой определенный мифопоэтический, на какой-то такой лирический лад, да, и должно уже посетителя вводить вот в эту тему. И, соответственно, название такое у нас очень Мы сейчас интересное. видим кадры вот с выставки. Да. Интересно, да. Да. И название у нас, конечно же, во-первых, это одноименное название произведения Семена Кирилловича Прокопьева «Четвертое измерение». Но и тут есть некий парафраз, такая игра слов. Дело в том, что мы как бы советовались, думали, да, замдиректора Юлии Владимировны Кравцовой, да, и решили не только отталкиваться от авторского произведения, но и четвертое измерение, понимаете, это вот то, что художник довоссоздал. Мы знаем 3 измерения, которые общеизвестны, а это четвертое, это уже мечта, это какая-то поэзия, которую художник нам воссоздал. Другая немножко реальность. И вот интересно, что объединили в себе, получается, скульптуры и картины. Почему принято было такое решение и как они между собой сочетаются? То есть как правильно смотреть экспозицию? Да, очень интересное решение, но я скажу так, это было очень как-то интересно работать, да, и было увлекательно вот это все создавать экспозицию. Почему же они вместе? Дело в том, что это было желание, во-первых, художников, потому что они, во-первых, очень такие хорошие друзья, и у них как-то жизненные пути, творческие пути коррелируются всю их жизнь. Они вместе учились в Якутском художественном училище, многие вехи они вместе как-то прошли, да, и вот на рубеже 75 лет они опять как-то сошлись и создали мы вот вместе очень интересную выставку, очень, я думаю, такую не знаю, современную, такую очень молодую, хотя вроде бы не скажешь, да, 75-летние такие маститые художники, но выставка буквально дышит каким-то вот постоянным движением. Да? Ну, это видно за счет прям скульптуры, скульптуры, да. да. Они в какой-то танец нас погружают. И я думаю, за счет этого выставка очень современная. Получается, переходя от просмотра скульптуры, которые находятся, вот правда, все скульптуры, они в движении, то есть Да. они как перетекают друг друга, Да. мы перетекаем в картины и погружаемся в реальность картины. Можно и так, но, понимаете, это очень, когда беседуешь с посетителями, это очень всегда... Вообще у нас очень уникальные посетители нашего музея. Я восхищаюсь не только нашим музеем, но и нашими горожанами, нашими гостями, которые приходят к нам в музей. Это уникальнейший пласт. Я их всех очень благодарю, что они к нам приходят. Они очень интересно рассказывают. Это вообще, во-первых, высокий уровень интеллекта, высокий уровень там понимания вот, искусства, вообще действительности. И люди воспринимают по-разному. Некоторые как-то в комплексе, когда заходят в зал, некоторые действительно вот от скульптуры к живописи, от живописи к скульптуре. И как бы создается вот такой вот у них своеобразный образ. Вы можете что-то выделить для себя в этой экспозиции, что-то особенное? Потому что каждый, кто смотрит, он находит всегда что-то особенное. Особенную скульптуру, особенную картину. Вот лично для вас что это? Ну, знаете, как для музейного сотрудника, конечно, всем недороги вот эти произведения, потому что это все создавалось так, с большой любовью, с большим таким трепетом, вся эта экспозиция. А экспозиция действительно отдельный вид вообще, не знаю, творчества. Это ты работаешь как художник и работаешь с разных сторон, и как научный сотрудник, и как по цветовому пятну, и как ты думаешь, как это будет посетитель воспринимать. Вот, о посетителях. Так, какая возрастная группа, на какой возраст рассчитана выставка? Выставка вообще, я думаю, она будет очень интересна и детям, потому что, во-первых, живопись Вячеслава Дмитриевича, она очень такая... ну, скажем, очень лирическая, там очень много пейзажей, это очень детям интересно, всегда это как-то находит отголосок, якутская природа. А скульптуры Семена Кирилловича это действительно вот для такого, даже не сколько совсем младшешкольного, а допустим, для подросткового возраста и более старшего, это, я думаю, очень подходящий вариант именно, да, для расширения вообще своего кругозора.
Давайте, по какие числа можно посмотреть, чтобы не опоздать? Да, я хочу пригласить наших уважаемых жителей, гостей столицы на эту выставку. Она находится в выставочном зале Комдракнета, и она работает по 1 числа июля, ну где-то по 5 по 6. Пока она работает, успевайте и насладитесь этой выставкой. Огромное спасибо, Татьяна. Очень интересно. Даже кадры посмотрев, уже хочется побывать и увидеть все своими глазами. Приходите. Обязательно. Дорогие друзья, ну а мы прямо сейчас переходим к другим новостям. А мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Президент России подписал закон, который позволит российским разработчикам и производителям беспилотных авиационных систем получать господдержку. Так, в России будет создан единый реестр организаций, занимающихся разработкой и производством беспилотных авиационных систем и их комплектующих. Это откроет организациям доступ к различным мерам господдержки. Порядок формирования и ведения реестра утвердит правительство страны, а формировать и вести его будет Минпромторг. Эти изменения начнут действовать через 180 дней после официального опубликования закона. Сам закон, который содержит и другие нормы, вступит в силу с 1 июля текущего года. В России предложили не взимать НДФЛ для получающих зарплату в размере МРОТ. Россияне, получающие заработную плату в размере минимального размера оплаты труда, должны иметь нулевую ставку НДФЛ. Об этом заявила заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина. Также профсоюзы считают, что МРОТ должен быть сориентирован на минимальный потребительский бюджет, который, в отличие от прожиточного минимума, является потребительским бюджетом более высокого порядка, и только он может обеспечить нормальное воспроизводство рабочей силы, уточнила Кузьмина. Долю риска при финансировании активов ценными бумагами снизят до 5%. Кабмин поддержал изменения в нормативно-правовой системе для сделок неипотечной секьюритизации. По состоянию на октябрь 2023 года объем рынка оценивается в более 2 триллионов рублей. Такие сделки в России в настоящий момент носят единичный характер. В настоящий момент законом закреплено требование об удержании оригинатором рисков в сделках неипотечной секьюритизации в объеме не менее 20%. Норма появилась после финансового кризиса 2007-2009 годов. Сегодня назрела потребность в смягчении требования. В связи с этим предлагается снизить порог риска до 5%. В музее Емельяна Ярославского открыта выставка «Огнестрельная эволюция». В ней представлена большая часть оружейной коллекции, которая хранится в музее более века. Посетители смогут ознакомиться с историей развития оружия в Якутии от прихода первых русских землепроходцев до становления советской власти. Наибольшее количество коллекции музея составляют ружья с разнообразными замками, которые были распространены в Якутии почти 300 лет. Кроме ружей, на выставке представлена небольшая коллекция пистолетов и охотничьего снаряжения разных эпох. Наш Якутский музей имени Ярославского является старейшим на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. Открыт он был более 100 лет назад, и буквально с момента своего открытия он начал собирать различные музейные коллекции, в том числе и коллекцию огнестрельного оружия, которая сейчас у нас насчитывает, наверное, около 100 единиц. Абсолютно разное состояние оружия попадает в музей, от отличных образцов, отличной сохранности до буквально фрагментированных элементов, то есть отдельно ствол может быть, отдельно там какие-то части ложи, и так далее. Участники якутяне дальневосточного турнира «Кубок защитников Отечества» прилетели с Хабаровска с победой. Соревнования прошли по 7 видам спорта: пауэрлифтинг, стрельба из лука, настольный теннис, пулевая стрельба, армрестлинг, хоккей на санях и волейбол. Всего участие в мероприятии приняли около 100 ветеранов из 11 регионов Дальнего Востока. По итогам 4-го турнира среди ветеранов спецоперации определили 48 призовых мест. Сборная команда из Якутии, состоящая из 10 ветеранов, заняла 2-е и 3-е места по пауэрлифтингу и стрельбе из лука.
В рамках Кубка «Защитники Отечества» состоялся межрегиональный патриотический фестиваль среди ветеранов СВО и членов семей участников специальной военной операции. Республику представил Николаев Аркадий Владимирович Эрхан, артист-солист театра эстрады нашей республики, и стал лауреатом. Также победители и призеры Кубка «Защитников Отечества» и межрегионального патриотического фестиваля примут участие в ноябре во Всероссийском уже Кубке «Защитников Отечества», будут представлять нашу республику и Дальневосточный федеральный округ. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Это были последние новости на эту минуту. Всем еще раз доброго утра. Это телепередача «Утро Якутии». Проснулись. Мы очень рады. Мы делимся не только последними новостями, но и зарядом отличного настроения. А ведь оно вокруг нас. Везде так солнечно, так зелено. Такие прекрасные люди, но и не только люди. Да, вы заметили, сколько появилось прекрасных четвероногих друзей. Это и собачки, некоторые даже с кошечками гуляют, да. Все, у кого есть любимцы, прошли через период их взросления. Это очень сложный период, когда хочется побольше побыть дома, потому что щенки воют, все портят. И как же научить их воспитанию, чтобы и корректно вели себя, а главное, где найти время, чтобы как с маленьким ребенком несколько месяцев посидеть дома и его воспитать. Вы тоже не знаете, где, и это стало камнем преткновения, чтобы его не заводить, но для вас тогда появилось новое современное решение – детский сад для собак. Ай, молодцы! Ай, какие молодцы! Дети. Ну что, будем заниматься? Татьяна Блинникова с 8 часов утра приветствует своих питомцев. Опытный кинолог отмечает, детский сад необходим пушистикам в той же мере, как ребенку необходимы ясли. Пока их родители работают, собачки с пользой проводят время. Зайка, 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 молодец, зайка. Кинолог признается, вначале открыла садик для своих 8 питомцев. Знакомые друзья обратились с просьбой присмотреть и за другими хвостатыми. Так хобби превратилось в дело. Теперь это профессиональная школа, где обучают питомцев хорошим манерам. Где мы учим собак правильно вести себя в обществе, правильно вести себя с чужими людьми, правильно вести себя с другими собаками, животными. В садик берут всех собак, независимо от породы, активности и размеров. Главное, чтобы она не проявляла сильную агрессию к другим собакам. Также необходимо наличие ветеринарного паспорта. В летнее время собаками занимаются 3 кинолога по специальным программам, ориентируясь на породу, потребности и возраст питомца. Кинологи отмечают, воспитать малыша легче, чем взрослую собаку. Если не помогает доброе слово, поможет вкусное лакомство. Кинологи этого необычного детского садика проводят развлекательные занятия для питомцев. Например, они водят их по туннельчику. Давайте мы попробуем это сделать. У меня в руках лакомство. Хоп-хоп-хоп-хоп. Нет, надо сперва пройти. Хоп. Ага, вот, смотрите. Это обучает собак слушаться команду и пройти занятия. Ну, еще, конечно, кинологи проводят фитнес-тренировки и делают даже массаж собачкам. У них даже есть своя беговая дорожка. Социализация – главное, чему должны обучиться дошколята. А это очень трудная задача не только для воспитателей, но и для самих собак. Это Голди, ему 3 годика. Общение с другими собаками ему дается нелегко. Ведь за его кудрявыми плечами устоявшиеся повадки, характер и даже нрав. Больше тянется к людям, но в основном любимое его место – это диван. А в этом вольерчике время от времени находится житель мегаполиса – пудель Барни. Кинологи постепенно внедряют его в незнакомую среду, ведь Барни ни разу не видел собак. Городская квартира, лифт, быстрая прогулка – единственный маршрут пуделя, поэтому кинологи деликатно знакомят его с другим миром, но издалека. А глядя на Сабонну, и не подумаешь, что месяц назад она была другим шпицем. Малютка скромно сидела и не поддавалась обучению. А 3 дня назад не просто пошла, а побежала. Теперь ее готовят к выставке. Владельцы этих собачек, они замечают изменения своих питомцев? Вот, повадки, там, манеры, они становятся культурными? Ну, так скажем, кто-то замечает, кто-то... А еще, понимаете, очень важно, чтобы хозяин работал вместе с нами. То есть, уходя с нашего детского садика, если у хозяина есть какое-то предпочтение чему-то научить свою собаку, да, мы обязательно ему говорим, что вы должны нам помогать дома тоже.
Если этого не будет происходить, то, конечно, тяжело что-то привить собаке только у нас. Если вы уехали из дома, не оставляйте своего питомца одного. Привозите Пушистика в студию. Собачку выгуляют и накормят, а ваша мебель и обои останутся целыми. Но самое главное для владельцев собак – это то, что любимые питомцы всегда будут в заботливых и добрых руках. Ирина Григорьева, Иван Сорокаумов, Якутск. Все, конечно, очень милые, пушистые, забавные. И вот здесь можно осуществить мечту каждого ребенка. Если вы думали, что камень преткновения – то, что у вас постоянно нет дома, и что днем проконтролировать четвероногого друга будет некому, можно воспользоваться такой услугой и спокойно знать, что в течение дня его и присмотрят, и чему-то научат, и вы заберете через некоторое время уже взрослую, умную собаку, которую, правда, можно оставлять дома. Ну а прямо сейчас о том, можно ли отправиться сегодня на прогулку с четвероногим другом. Температура в Якутске в 6 часов утра плюс 18 градусов, атмосферное давление 748 метров ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду, порывы до 8-13 метров в секунду. Температура днем в Якутске плюс 27, плюс 29 градусов. Жара в Якутске наконец-то наступила. Прекрасные, яркие летние кадры. Желаем всем хорошего понедельника. Отлично, чтобы неделя началась с прекрасного настроения. Сейчас можно прогуляться до работы пешком, насладиться хорошей такой атмосферой утренней, когда все вокруг цветет, все вокруг зеленое. Это очень полезно для глаз, кстати. Посмотрите вокруг, успокойте свои нервы, настройтесь на положительный лад, и неделя начнется прекрасно и чудесно. Напоминаем, что эта неделя у нас очень интересная. Начинаются игры «Дети Азии». Тоже не пропустите. У нас будут специальные выпуски. Оставайтесь вместе с нами. Всем доброго утра и хорошего начала рабочей недели. До новых встреч!